الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. О рабы Аллаха, третье событие из тех событий, которые предшествовали рождению пророка, алейхиссалату вассалам, это история обладателей слона Асхабуль Филь, история, которая известна многим, а может быть всем. И это было очень важно, это было великое событие, подобное которому не случалось в истории арабов. Оно было указанием, это событие, на то, что вскоре случится нечто самое великое, что Аллах, Он желает арабам блага. И это было доказательством того высокого положения, которое занимает Кааба. Положение, которое не занимает ни один другой дом, ни один другой храм на земле. И Каабе предстояло возродить свою былую славу, славу единобожия, храма единобожия, быть очищенной от языческих идолов. И не только это, занять еще более, еще важное высокое положение, став киблой для огромного количества, для миллионов мусульман, этой огромной общины, последней общины перед судным днем. Каабе ей предстояло обрести тесную связь с шариатом и посланием, которое является поворотным в истории человечества, в истории религии. История обладателей слона, она такова. Йемен в то время, он находился, да, это была арабская страна, он находился под властью эфиопов, под властью Хабаша. И там был наместник от эфиопского правителя, которого звали Абраха аль-Ашрам. Абраха аль-Ашрам, он был наместником, практически царем над Йеменом. И вот он построил там, они были христианами, они были Ахлюль-Китаб. И он решил возвести там церковь. И он возвел эту церковь, которая называлась Кулейс. Он назвал ее Аль-Кулейс в городе Санаа, в Йемене. Это была огромная церковь, равной которой не было в то время. И он написал даже Негусу письмо. Он сказал: я построил такую церковь, равной которой нет такой церкви, ни у кого из царей не было до тебя. И я не остановлюсь, пока я не заставлю арабов совершать хадж туда, к Аль-Кулейс, не к Каабе. Но арабы, когда они услышали об вот этом письме, которое написал Абраха к Негусу в Эфиопию, они, конечно, отвергли, потому что какими бы они ни были, но они понимали значение Каабы, и они любили Каабу. Абраха разозлился, он пришел в ярость, Абраха. И он поклялся, что он непременно с войском отправится туда, в Мекку, и разрушит Каабу. И он вышел вместе с огромным войском, в числе войска были слоны. Говорят, их было 10, по некоторым источникам 13, и там был один самый любимый для него, его слон, Абрахи, которого звали Махмуд. Арабы, когда услышали об этом, дошло до них это известие, что вот он с войском идет на Мекку, чтобы разрушить Каабу, они пришли в ужас, и они сказали: нужно защищать Каабу, иначе нельзя. И вот стали собираться, да. Сначала один вождь вместе со своим войском вышел навстречу ему, Абрахи, но, вступив в сражение, он был разбит. И затем Абраха дальше последовал в сторону Мекки. И вышли опять другие арабы войска, и снова было сражение, и они были разбиты, пока он, Абраха, уже не подступил, наконец, к Мекке. Он подступил к Мекке, и он приказал одному своему человеку вместе с конницей отправиться туда и забрать все имущество, которое там есть. И конница это напала, и она забрала имущество, и в том числе забрала 200 верблюдов, которые принадлежали Абдуль-Мутталибу, дедушке пророка, алейхиссалату вассалам. Абдуль-Мутталиб, он был руководителем курайшитов на то время, главным из них. Они угнали 200 его верблюдов. Затем посовещались между собой они, курайшиты, и другие племена, которые были там, в Аль-Хараме, возле Каабы, возле Мекки. И они сказали: ну, наверное, нужно же защищать Каабу. А потом они подумали, соразмерили свои силы и поняли, что они не в состоянии противостоять ему, Абрахе с его войском.
тогда они решили, что они не будут оказывать сопротивление. В это время Абраха сказал человеку своему: отправляйся туда, в Мекку. Спроси, кто у них там самый главный, встреться с ним и скажи: если они не собираются воевать, то я и не собираюсь с ними воевать. Мне не нужна их кровь и не нужна их жизнь. Я лишь хочу разрушить этот дом, Каабу. И если они не будут препятствовать мне, то и останутся целы. И если они изъявят желание не сопротивляться, значит, приди с их вождем, с их руководителем ко мне. И отправился этот посланник Абрахим. И прибыл в Мекку и спросил, кто здесь главный, и указали ему на Абдуль-Мутталиба. И он поговорил с Абдуль-Мутталибом. И Абдуль-Мутталиб, он сказал такие замечательные слова. Он сказал: клянемся Аллахом, мы не хотим с ним воевать, да у нас нет на это сил. Это Бейтуллах иль-Харам, это заповедный дом Аллаха. И это дом его возлюбленного Ибрагима, то есть возлюбленного Аллаха Ибрагима. И если Аллах пожелает защитить его, то защитит. А если откроет путь вот так для Абрахи, то мы ничего не сможем сделать. Мы не сможем защитить. Он сказал ему, Абдуль-Мутталибу, этот посланец: тогда пойдем со мной к Абрахи. И вот они явились в лагерь Абрахи. И Абраха разрешил Абдуль-Мутталибу войти. Абдуль-Мутталиб — это был человек, который своим видом внушал уважение. Он был солидный, он был статный, он был красивый, он был серьезный. И Абрахам проникся сразу уважением к нему, к Абдуль-Мутталибу, дедушке пророка, алейхиссалату вассалям. И он из уважения не захотел сажать его вниз, потому что сам сидел на троне. И он не захотел сажать его вниз, но в то же время и сажать его возле себя он перед Хабаша, то есть перед эфиопами, не хотел демонстрировать это, что он усадил его с собой наравне. Тогда он сам спустился вниз, сел на ковер, и Абдуль-Мутталиба усадил возле себя и сказал ему: ну что ты хочешь? Он сказал: я хочу мои 200 верблюдов, которые были угнаны. Абраха посмотрел на него и сказал: ты мне так понравился сначала, но сейчас, когда ты мне сказал, что вместо того, чтобы попросить у меня об этом доме, о Каабе, которая является религией твоей и твоих отцов, вместо того, чтобы говорить о ней, ты говоришь о своих верблюдах. Этот разговор, конечно, он шел через переводчиков. Ты говоришь о своих верблюдах. Абдуль-Мутталиб сказал ему тогда в ответ: я хозяин этих верблюдов, а у нее, у Каабы, есть свой хозяин, свой Господь, и он защитит ее. Абраха сказал: нет, от меня не защитится Кааба. Он сказал Абдуль-Мутталиб: посмотрим. И затем он ушел, Абдуль-Мутталиб, вернулся к курайшитам, и всех вот этих верблюдов он приказал зарезать в качестве хади, в качестве жертвы ради Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы раздать там беднякам ради Аллаха Субхану ва Тааля. И он сказал им, курайшитам и другим: укройтесь сейчас на вершинах гор, спрячьтесь, потому что если сейчас Абраха будет нападать на Мекку, то, может быть, кто-то пострадает из вас. И они укрылись во избежание причинения им вреда. И в это время Абраха остановился в том месте, которое называется Аль-Мухассир сейчас, между Муздалифой и Миной. Всем известно это место Аль-Мухассир. И вот там, оттуда они уже решили двигаться на Мекку, чтобы разрушить Каабу. Но Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что Сулон уперся, он сел и не захотел идти. Они стали гнать его и бить его, но ни в какую. Они повернули тогда его обратно в сторону Йемена, и он побежал. Повернули его в сторону Шама, и он побежал. Повернули его в сторону Востока, он побежал. Но как только они направляли его в сторону Мекки и Каабы, он упирался, садился и не хотел идти. И они вот так вот мучились и били, пока вдруг не увидели, что летят на них стаи птиц, маленьких птиц, у которых у каждой из этих птичек было 3 камушка. 3 камушка из обожженной глины. 1 камушек в клюве и 2 камушка в лапках. И эти птицы стали бросать камни на этих воинов. И эти камушки, попадая в этих воинов, происходило так, что начинали разлагаться их органы, разрушаться их тела от этих камушков. И некоторые прям тут и пали уже мертвыми, а другие
побежали во всю мощь оттуда, стали убегать, и Абраху тоже забрали вместе с собой. Но стали умирать вот так вот по дорогам, вдоль дорог, на всех путях, находить свою смерть. А Абраха сам, что случилось с ним? Случилось с ним то, что стали отпадать фаланги пальцев на его руках. Фаланга за фалангой стало гнить его тело. И потом, когда уже добрались они до Санаа, до этого города, столицы Йемена, он превратился в подобие цыпленка, птенца. И потом раскрылась уже вообще его грудь, обнажив его сердце, и он умер вот такой ужасной смертью. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля по этому поводу не спаслал, как напоминание людям об этой милости, эту суру Аль-Филь в Коране. Это событие, оно случилось в месяце Мухаррам. За 50 дней до рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это было величайшим знамением от Аллаха. Это было предтечей, это было указанием на явление здесь, в Мекке, у стен священной Каабы, пророка, который очистит древнюю Каабу от идолов, вернет ей былое высокое положение и славу. И религия этого пророка, она будет очень тесно связана с этим древнейшим и первым храмом единобожия на земле. Аллах, Он помог курайшитам не потому, что они были лучше, чем Абраха и его люди. Может быть, Абраха и его люди, они были лучше, потому что они были люди Писания все же, ведь они же были христианами. Аллах защитил Каабу, не потому что курайшиты были хорошими. Это было предуготовлением, это было подготовкой к приходу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах пожелал защитить свой древний дом и почтить появлением его стен вот этого последнего пророка и посланника. Отсюда для нас назидание у раба Аллаха. Кааба – это дом Аллаха, Бейтуллах, запретный, заповедный дом Аллаха. Это первый дом, возведенный на земле для поклонения Всевышнему Аллаху. Кто попытается покуситься на этот дом, покуситься на Каабу, того непременно Аллах погубит. Даже мысли о том, чтобы там, в Мекке, возле Каабы, учинить какое-то злодеяние, даже мысли, они наказуемы Аллахом Субхану ва Тааля. Желание. وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. А кто пожелает там отклониться в сторону зульма, в сторону беззакония, мы дадим ему вкусить мучительное наказание, говорит Аллах. Поэтому враги религии, все, кто помышляет о причинении какого-то вреда вот этим вот божественным святыням, этому дому Аллаха, пусть знают, что они находятся под угрозой страшной кары от Всевышнего Аллаха. Кааба – это кибла мусульман. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он имам аль-муттакин, имам богобоязненных. И посмотрите, о рабы Аллаха, как Всевышний Он сберег свой дом, уберег его от обладателей слонов. Почему? Потому что после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ей Каабе суждено стать киблой, в сторону которой верующие обращаются в своих молитвах к Аллаху Субхану ва Тааля. И еще задумайтесь, о рабы Всевышнего, о том, что если Аллах, я говорю вам это еще раз, потому что это важно, если Аллах Субхану ва Тааля желает чего-то, то оно непременно сбывается. И да уповают верующие только на Всевышнего Аллаха. Аллах пожелал направить к людям пророка, который поведет человечество к счастью в этом мире и в вечном мире. И если Аллах чего-то желает, то Аллах для этого предуготовляет разные причины. Кто сохранил Абдуль-Мутталиба, когда он вот-вот уже должен был умереть в пустыне от жажды? Аллах! Почему? Потому что от этого человека должен был родиться отец этого пророка. Кто сохранил самого Абдуллаха от заклания, от принесения в жертву? Аллах, потому что от этого человека суждено было родиться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от прихода которого зависело, по воле Всевышнего зависело счастье и спасение человечества, который по воле Всевышнего вывел это человечество из мраков к свету. Так назидайтесь же, о рабы Аллаха, и осознавайте оказанную вам Всевышним честь. Честь, выше которой нет. Честь, что вы единобожники, и что вы последователи этого человека.
Вы из общины этого человека, лучшего из людей, лучшего из пророков и посланников. Пророка и посланника последнего времени, пророка милосердия, после которого не будет другого пророка. Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد